Ассаламу алейкум, уважаемые друзья. Мы рады вас приветствовать в рамках нашей передачи. Для вас в студии работаю я, Ахмад Алишаев, и наш гость, член экспертного совета антитеррористического комитета при главе Республики Дагестан Микаил Микаилов. Ассаламу алейкум, уважаемый Микаил. Ва алейкум ассалам. Ну, как вы смогли догадаться, говорить мы будем сегодня о терроризме и обо всем, что с ним связано в той или иной мере. Ну, уважаемый Микаил, говоря о терроризме, если обратиться к справочнику, то терроризм – это один из вариантов тактика политической борьбы, связанной с применением идеологически мотивированного насилия. Ну, если так взять, сам терроризм, мы знаем, да, из истории практику красного террора, когда были коммунисты, террористические акты, когда пытались свергнуть того же царя, когда кидали в него бомбы. Но такого ужаса не было. А вот когда этот терроризм связался с экстремизмом, если говорить уже об экстремизме, то это приверженность крайних взглядов идеологии, вот уже совместно, все вместе, да, она дала такую ужасающую картину, когда начали гибнуть мирные жители, люди, которые вообще далеки, скажем, от идеологических каких-то там верований или так далее. То есть стали гибнуть люди, которые, вот как мы привели пример, да, красного террора, там были красные и белые. Белые террором уничтожали, то есть красные уничтожали белых, белые красных, да? У них была взаимная какая-то борьба. А тут война против всех, получается, у нас в Дагестане. Что вы можете сказать по этому поводу? Как прокомментируете? Во-первых, спасибо, Ахмад, за приглашение к беседе. На таком позитивном радио говорить о таких негативных темах как-то, наверное, не идет, но раз есть такая вот востребованность, ну, как бы проблема не уходит, затухает, да, безусловно, но она не уходит периодически, к сожалению. Мы даже видели за последний год, даже в самые тяжелые годы Дагестана, то, что даже не было, то появилось вроде бы мирный последний год. Это тот же случай в Дагестане, в Кизляре, вот в церкви, да? Такого даже не было именно в период чеченских войн, скажем так, период самого такого одиозного такого влияния экстремистских течений в Дагестане такого не было. Видите, периодически это все всплывает. Терроризм дагестанцу, как бы, к сожалению, для нашей территории, как бы слово не новое, даже избитая в некотором смысле, мы от нее страдали, и периодически нам об этом напоминают, никак эта тематика не уходит с нашего региона. Я думаю, в принципе, хотя, конечно, угасло, стало получше, намного. Но это поугасло, я бы так сказал, когда по телевидению меньше стали об этом говорить, и в средствах массовой информации. Честь и хвала всем этим средствам массовой информации, потому что один момент, вы, наверное, не дадите мне или поправите, если я ошибусь, когда требовали с центра именно негативную, взорвали, убили, расстреляли, терроризм и так далее, и так далее. Это тоже, да, безусловно, информационный фон стоял. А вот, например, когда даже в Волгограде, к примеру, несколько лет назад взорвалась девушка в автобусе, не выясняя причин, тот же день на СМИ несколько раз повторили, вот я лично наблюдал, за 1 минуту несколько раз повторили слово терроризм, и Дагестанка 5 раз повторили. Исламский терроризм, Дагестан повторили 5 раз. Это все в итоге вывело определенные стереотипы, в принципе. Но не без участия, конечно, некоторых наших граждан, которые были обмануты. Просто да. Так с космоса тоже это же не взялось. Реально были случаи, но эти случаи, конечно же, раскручивались конкретно через масс-медиа. Через средства массовой информации, интернет так сильно раскрутились, что определенный фон создался, что между нашими республиками и в республиках появились блокпосты. Они, к сожалению, до сих пор они не сняты, несмотря на то, что к нам в Дагестан в этом году уже 500 человек приехало в гости. Это число растет с каждым годом на сотни тысяч. Но это просто не остается, потому что, видимо, остается все-таки, скажем так, процент как бы, да, такой угрозы все-таки остается, поэтому контроль еще над Кавказом, на стратегически важном регионе России остается. Ну, если это приносит пользу, почему бы и нет, я бы так сказал. Но перенасыщать тоже, когда чересчур много военных, тоже возникают конфликты между самими военными, между гражданскими и военными. Я думаю, власть знает, что делает, и будем надеяться, что до этого не дойдет. Вы сказали, что и раньше было, и сегодня есть. Вот раньше, если это было на заре, можно было свободно ходить и в мечеть, и заявлять о своей приверженности о тех или иных религиозных взглядах, тогда можно было это объяснить террористов тем, что не знали ничего о своей религии, да? То есть был такой своеобразный ликбез в этом плане. Сегодня наверняка нет таких уже людей, которые не слышали бы об исламе,
И медресе, и мечети сегодня очень много. И учат этому и православию, и другим религиям нет никаких запретов. И в Махачкале функционирует также и синагога. Я не говорю уже про другие города, да, там Дербент и так далее, где Кизляр, где очень много и людей, исповедующих другие религии. Сегодня удивительно, как человек может придерживаться радикальных взглядов, когда он мог с детства пойти в мадресе, получить базовые те знания. Да даже сейчас в многих школах есть уроки религиоведения, есть масса теологов, которые выпускают теологический раньше институт, сейчас Дагестанский гуманитарный институт. Также, в общем, такой безграмотности в плане религии нету. Почему сегодня люди идут туда? Как они обманываются этим? Безусловно, если сравнить процент несколько лет назад, просветительская работа духовенства, а также принципиально жесткая позиция силовых структур, она на качественный уровень вышла, конечно. Да, да. И этим мы наблюдаем то, что имеем на сегодня, что гости к нам уже приезжают. Приезд к нам гостей, развитие туризма, это уже означает, что мы, ситуация к позитивной стороне, стабильность, она получила толчок, динамику, скажем так. А откуда появляются все-таки радикальные ребята? Все-таки, несмотря на рост просветительской работы и государства, и духовенства, все-таки это недостаточный еще уровень, потому что непосредственно наши дети где находятся? В системе образования. А в системе образования от того, что раз в месяц пришел человек с отдела просвещения духовенства, это не хватает, не всегда хватает, скажем так. Да, вы знаете, видимо, не всегда хватает. И там остаются все-таки ребята, которые и в вузах, и в старших классах, и далее в вузах, среди студенчества остаются ребята, до которых именно, еще раз затронул момент, что именно в сети террористов чаще попадают из тех семей, где вообще не было, скажем так, основ ислама, религии основ не было. То есть это по-прежнему на первом месте. Да, на пустой почве. Да, на пустой почве, на голом листе легче, на чистом листе легче писать любую, скажем, идеологию, любую историю. Стереть тяжелее, да. Да, поэтому этих людей находят, с ними работают, и тем более через сети интернет. Ведь многие на больших встречах говорили, что смартфоны, и многие, кто уехал в Сирию, 80% из 1000 людей, которые уехали в Сирию, они уехали именно сидя дома через интернет. То есть через соцсети их завербовали? Да, вербовка через соцсети. Это же никто этого не отменял, поэтому риск остается. И все-таки находится, нет, их очень мало, но все-таки находится. Но даже, смотрите, даже в одном городе один человек с экстремистским убеждением, он уже угроза для миллионного города даже. Он может в любом месте взорвать себя, взорвать машину и так далее. Поэтому здесь говорить о том, что мало стало, это не важно, ни в коем случае нельзя. Даже один человек несет угрозу целому городу, получается. Да, один человек может унести жизни многих-многих. Мы в данный момент должны прерваться на рекламу, после чего продолжим. Уважаемые наши радиослушатели, не переключайтесь, а присоединяйтесь. Я бы вас призвал к нашей беседе. Присоединиться по номеру 8 988 293 104 8. Можете отправлять на WhatsApp смс и вопросы. Мы, иншаллах, зачитаем и ответим вам по ходу этой передачи. Так что будьте активны, задавайте ваши вопросы, а мы через несколько минут вернемся и продолжим беседу. Ассаламу алейкум, уважаемые друзья. Мы вновь вернулись в эфире студии, работаем для вас. Тема сегодняшней передачи — терроризм. А говорим мы с членом экспертного совета антитеррористического комитета при главе Республики Дагестан Микаилом Микаилом. Если у нас пришел вопрос от нашего радиослушателя, я, наверное, зачитаю. Сегодняшние террористы, кто они, спрашивает он. Бытует мнение, что в бан подполья уходят люди необразованные, надломленные судьбой из низших сословий. Так ли это? Ответьте, пожалуйста, Баркала. Хороший вопрос. Вообще не только у вас, даже у научного сообщества, вот, где мы экспертным сообществом встречаемся, бытовало несколько лет мнение, что самые обделенные семьи, самые такие незащищенные социально низких, скажем так, необеспеченных семей идут туда. Но это мнимые, обманчивые. Мы видели, что и чемпионы там, мира по каким-то единоборствам, дети... И телевизионные эти актеры. Актеры, дети глав администрации, дети офицеров внутренних, имеется в виду офицеры правоохранительных органов, прокуроров.
никто от этого не застрахован. Даже был пример, что парень закончил на отлично, получил золотую медаль в Дагестане, поехал в российский город, красный диплом получил, там нахватался идей, приехал в Дагестан, вернулся в родное горное село Дагестана, завербовал двоих и ушел в Сирию пару лет назад. Понимаете, никто не из благополучной семьи, он в хороший вуз поступил. Поэтому говорит, это вопрос убежденческий, понимаете, здесь, если человек был пуст внутри себя в плане ценностных ориентиров, то он запросто может попасть под чужие ориентировки, понимаете, чужие ценности, чужой человек может в своих целях этого человека переубедить, что именно вот в той стороне находится правда, нужно идти в ту сторону и делать вот что. Сам он не будет делать, он его сначала убедит, он дискредитирует местное духовенство, вот так это сначала. Он отключит его от информационных источников местного духовенства, муфтиятов. Скажет, это нельзя слушать. Да, это смотреть, высмеивая их какими-то роликами и так далее, своими монтажными там какими-то продукции, медиапродукции, раз. Он его отключил, потом уже начнет свою, как бы, в него внедрять. Выбирая вырезки из Корана, например, из хадисов, вырезки, которые ему выгодны. Все, человек готов. Третьим этапом он уже на его конкретное действие отправляет. Вот таким, грубо говоря, в 2-3 этапа эта вся вербовка проходит, и многие ребята на это ведутся. Первое, отключают от информационных ресурсов, где истинно выходят и Исламдаг, Исламру, Ассалам, эти газеты, там, а это те мушрики, всякими там клеймят и так далее. Потом свое, и третье на действие отправляют. Элементарно вот этой схемой многих ребят погубили. Эти ребята, когда шли на эти шаги, они говорили, зачем нам ибадат делать, мы одним нажатием кнопки получим билет в рай. Да, зачем 5 раз в день намаз делать? Да, мы можем одну кнопку нажать и получить билет в рай. Вот так эти ребята заточенные, обманутые. Наши же ребята, дагестанцы, не марсиане, не калмыки, не якуты, там, не азиаты, а именно наши из Дагестана ребята, их обманули. Наших соседей, скажем так, наших даже некоторых родственников. Да. Это же, вот это нам... Еще раз все-таки мне хочется вот донести, пользуясь случаем этим радио, что нам обманываться нельзя, что нас это не затронет, нашу семью, наших соседей это не затронет. Нам нужно максимально использовать все возможные ресурсы, чтобы элементарные знания о наших убеждениях дошли до наших детей. Баркалла, за такой подробный ответ и такую подробную схему. Вы, наверное, не 1 год уже работаете над этой темой. Очень подробно знаете все их действия, этих вербовщиков. Здесь так, еще один вопрос поступил, я его зачитаю, наверное, а потом продолжим уже говорить. Так, спрашивает, видимо, мама, беспокойся о своих детях. Как избежать попадания детей в сети вербовщиков? Подскажите, пожалуйста. Спасибо за такую тему, очень полезно. Ждем ответа. Любая мать, любой отец сейчас обеспокоен, когда уже подростковый возраст идет, все обеспокоены, особенно матеря мальчиков, чтобы они не попали. Да, и девочек не и девочек тоже, да, много случаев мы видели. Мой вам такой совет из практики. Очень многое зависит от круга общения. В каком классе, вот всегда следите, вот отправили ребенка в школу, не забывайтесь там, идите на школьное собрание, вы слушайте класс рук, общайтесь. В каком кругу общения общается и находится ваш ребенок. Это очень важно. Даже вот, по современным тенденциям, чем родитель, иногда я говорю, чем родитель, чем классный руководитель, на него больше внимания может повлиять, влияние может повлиять, а круг общения, сверстники, то есть горизонтальное влияние, скажем так, это один момент. Далее уже вы как родитель, если мы себя дагестанцами считаем, если мы считаем в том числе мусульманами, православными тоже разницы нет, мы обязаны нашим детям элементарные знания дать. Это нужно отдавать как можно быстрее, и у нас есть источники тоже, Ассалам, Исламдаг, Исламру, официального духовенства муфтиата Республики Дагестан. Ближайшее, у нас сколько школ, столько и мечетей тоже. Поэтому отведите к имаму квартальной мечети. Да, квартальной мечети. Там и летние курсы, там кроме летних курсов есть вечерние, или там после обеда, или до обеда. Но ваш ребенок должен получить элементарное знание. В центральной мечети отведите, если есть сомнения какие-то. Там совершенно. Все лето бесплатно идет летние курсы. Я сам отводил туда своих детей. Мы же бассейн, мы же здоровье бережем, бассейн отвозим детей, там спортзал, на гимнастику. Это тоже очень нужная вещь, но вместе с тем их идеологическое здоровье, скажем так, безопасность тоже важно.
чтобы этот человек был в итоге оказался на верном пути, чтобы он был обезопасен, чтобы вы были обезопасены. Он в плане своих идеологических установок, убеждений, своих ценностных ориентиров должен четко понимать, где черное, где белое. Ну, конкретно, если говорить в исламе. Раз мы себя считаем мусульманами, он должен четко понимать, что в исламе не то, что там кого-то унижать, применять агрессию, даже косым взглядом, вот нас теологи наши ученые говорят, так есть в книгах написано, даже косым взглядом на иноверца или человека, который не верующий, нам нельзя смотреть. Агрессии в исламе как такого абсолютно нет. Не говоря уже об убийствах или там причинении какого-то вреда. Понимаете, вот это основа. И вообще, мне самое большее, что вот родители должны понимать, что и детям должны доносить, и вы сами тоже должны этому обучаться, понимаете, и сами тоже пример показать, и в этом деле участвовать, что мусульманин — это тот, рядом с которым и неверующий, и верующий человек чувствует себя в безопасности, понимаете? От нас должна исходить безопасность, нравственная основа. Ваш ребенок должен понимать, кто такой родитель, уважение к родителям. Это все придет именно вот там, все ответы есть в этих наших ценностных установках. Поэтому вводите детей знающим людям, пусть они вот эти элементарные знания получают. Я думаю, не нужно бояться. Многие родители боятся, вот он там увлекется религией. Нет, он получит базовые знания, если, конечно, у него будет желание поступить далее, учиться, да. А вот то, что дается на летних курсах, это дается базовый минимум. Что плохого в том, что ваш ребенок будет знать арабский, пойдет на кладбище и прочитает суру Ясин? За ваших родителей, да, совершенно верно. Наоборот, это намного приятно, когда сын стоит перед вами и читает намаз. Вы знаете, когда первый раз мой сын прочитал его вслух с махраджем, мне было настолько приятно, по-моему, я так растроган был, что не знаю, получился ли у меня намаз в этот момент, но действительно это очень приятно и очень хорошо. В этом есть только благо. А если у него будет желание учиться, он пойдет учиться. Если не будет желания, он получит просто ту необходимую прививку от вот этого вот экстремизма. Да, я лишь добавлю, чтобы вы до летних курсов тоже не ждали, это же в то же время, вы до лета еще долго, вы в аккаунтах, во всех соцсетях есть аккаунты Муфтията Республики Дагестан. Пишите, да, выходите на связь, они вам ответят. Бывают бесплатные лекции, можно рядом, они вам порекомендуют, какую именно рядом с вашим географическим положением, куда можно пойти и так далее. Да, действительно, вот здесь на Титово раньше проводились лекции, было очень приятно. Мать и 3 детей, они проходили втроем. Отец, видимо, был на заработках в это время, они проходили, слушали. И мать контролировала детей, видела, с кем они общаются. Я думаю, от этого будет польза. Мы ответим, наверное, на следующий вопрос. Здесь как раз вот спрашивают, куда обращаться, чтобы пришли люди, прочитали лекцию, рассказали и так далее. Есть какие-то контакты и так далее. Я уже после эфира свяжусь, наверное. Если да. Есть, вот я знаю, ребята работают в Министерстве по делам молодежи, конкретно отдел духовно-нравственного воспитания. И вот специально он был создан для этой просветительской работы. Одно. Есть еще информационный отдел в Комитете по делам религии. Вот конкретно в государственной сфере я вот знаю вот этот. Плюс еще отдел просвещения муфтията, конечно, который и так проводит эту работу. Но если вы в селах, в районах, вам отдел просвещения муфтията, вот они, конечно, ближе будут. В каждом районе у нас в республике создан этот отдел по линии муфтията. То есть можно подойти к имаму и сказать, что нужна вот такая лекция, людей, и он найдет. А если по линии государственного, вот это я знаю, вот это 2 отдела, которые я точно знаю, там есть компетентные молодые ребята с теологическим образованием. Наверняка там на сайте можно найти контакты Министерства молодежи, да? Конечно, они в аккаунтах в социальных сетях тоже. Так что не поленитесь, полистайте, вы, иншаллах. Да, или же, в принципе, можете, если конкретно какая-то проблема есть, вот Михаил наберите в социальных сетях, я везде есть, я могу вам конкретно связать. Вот напрямую, пожалуйста. Никаких проблем. Раз вы обратились, надо же конкретный ответ тоже дать. Или мы сами приедем, или же мы своих коллег, у нас 4-5 человек было, есть сейчас тоже работают по республике, найдем из ситуации выход и направим к вам человека. Да, и тем более вам нужно знать, наверное, каких специалистов пригласить. Совершенно верно. Да, по теме уже посмотреть, по месту, что и как, кто должен прийти и на какие темы говорить. Я бы, знаете, что хотел спросить? Вот то, что мы говорим сегодня, это в той или иной мере именно те средства, которые уже были опробованы, наработаны, и схемы, и так далее. А что новые, какие-то новые подходы, что-то новое есть в работе в плане с терроризмом, с этим подпольем и так далее? Я вам скажу, что никаких новых... Нам иногда не постараются какие-то, что работа, это и психологи, и социальные какие-то то все внедрять, но мое личное мнение, вот, моя убежденность на этом, ничего нового нам не нужно, никаких новых форумов, никаких новых конференций.
не нужно. Элементарно, еще раз повторюсь, все и легко, и просто. И трудно тоже в том числе, что она как-то не идет, вроде бы ясно, естественно, но вся проблема в том, что, еще раз повторюсь, наших ребят ловят и вербуют именно на незнании элементарных основ. Нам надо опередить и, грубо говоря, залить в его ухо, в его сердце истинные основы наших религий. Если вы православный, там тоже нет ничего экстремистского, террористского. Если вы мусульманин, дайте ему основы своей религии. Потому что я, например, второе высшее образование получаю, аспирантуру завершил, я как бы светский человек, но мне эти знания не помешали. Я еще сам тоже делюсь, получается, благодаря теологам, с кем я общаюсь. Поэтому светский человек это не есть атеист. Светский человек многие путают. Он же производно, я вот один раз повторил, телекомпания «Мир» приезжала, я вот давал интервью по одному случаю. Светский, я вот как понимаю, смотрите, что от слова «свет». То есть свет, просвещение, понимаете? Светские люди, во-первых, духовенство тоже светские люди. Любой нормальный человек, который добро несет, имеет какие-то знания, это уже человек просвещенный, светский человек, понимаете? А у нас да, я думаю, вообще вот это деление на светское и религиозное, это очень неправильно. Знания и знания, от них только польза, я считаю. Ну, это, опять-таки, чуть-чуть идеологически. Есть, конечно, разделение, да, конечно, рецитации Корана, можно сказать, там, теологии и так далее, но все знания, они только пользу несут, от этого вреда никогда не будет. Совершенно верно. Поэтому старайтесь как бы... Зависит от того, как вы примените. Да. Нового ничего не нужно. Новые, может быть, методы применять эти вербовщики. Раньше, например, это мечети были, подворотни, там, скажем так. Сейчас применять интернет, применять для вербовки. Но суть-то не поменялась. Что и во времена, скажем так, начала зарождения ваххабизма, что сейчас одни и те же, как бы, на одних и тех же вещах ловят наших людей. На неправильном интерпретации Корана и Сунны, хадисов, только на этом. Оттуда вырезки берут и вашему ребенку, вашему сыну или девочке показывают, вот же в Коране написано, вот такой вот Коран. Ну, вы знаете, ничего же нового они не придумали. Абсолютно. Скажем, вот те же, скажем, красно-коричневые говорят о том, что есть приверженность одной нации и так далее, вот фашисты. У них же то же самое в идеологии. Рассказать то, что вы идете неверным путем, что есть чистая раса. Вот мы все из чистой расы, а они все не такие, как мы, и надо убивать их. Ну, тут тоже есть экстремизм только на национальной почве, здесь тоже экстремизм на религиозной почве. Это ветви одной цепи. Да. Те же ультрас, которые футбольные фанаты, они же тоже говорят, что все остальные команды и их болельщики ничто, только мы самые главные, самые лучшие. На исключительности своей позиции, все работает на исключительности своей идеологии. То есть на этом зарабатывают. Только чуть-чуть видоизменяет вот эту вот направляющую и работает в этом плане. Вообще, чтобы мы понимали, у нас Дагестан, вот часто вот наших ребят уже ловят на том, что как бы да, здешних дагестанских ученых не нужно слушать там арабских, там саудийских, этих, тех. Да, там тоже есть хорошие ученые, но смотрите, вот позавчера, 2-3 дня назад мы были с друзьями, там, с коллегами в Калакариш. Крепость Каришита. Мы про них не знаем. Арабы и турки знают про то, что эта крепость есть в Дагестане. Да, у нас в Дагестане многие не знают. Да. Вот истинное зарождение, вот истинное, имеется в виду, первоначальном, первозданном виде, то, что она здесь была, при первых же веках. Между прочим, об этом и говорят гости, приехавшие с востока, с арабских стран. Они все об этом говорят. Зачем вам куда-то ехать? У вас все здесь есть. Совершенно верно. Вот это незнание, опять, и тут тоже, опять-таки, незнанием пользуются. Незнанием, нам самим, нашей же истории незнанием. В Гунибе были, например, неделю назад тоже, опять-таки, ездили с ребятами, местного парня встречаем, он не знает, где в Верхнем Гунибе встретили, даже не в Гунибе. Местного. Ты местный, где здесь мечеть имама Шамиля? Вот последний, то, что он не смог нам показать. Вот, пожалуйста. Чуть ниже проехали, женщины потом показали местные. То есть мы сами... Это не только в Гунибе проблема, это в каждом селе. Детей, да. В каждом селе проблема, что мы сами свою историю не знаем. И вот незнание своей истории влечет то, что, например, те же гемлинские ребята в свое время говорили, мы на пути имама Шамиля, поэтому мы там идем в лес. А имам Шамиль, то, что был шейхом таригатским, они не знали, например. Если бы знали, они никогда в руки оружие не взяли бы, к примеру. Вот элементарно. Да, это просвещение. Свет, просвещение. СМС от наших радиослушателей. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Вопрос Микаилу. Что больше всего помогает вам в вашей работе? Мне больше всего, знаете, что помогает? Я один случай расскажу, таких случаев очень много было. Когда ты заканчиваешь семинар, выходишь,
На одной из лекций к нам подошел директор этого заведения, клуб был большой, одного из городов. И он даже не нам это говорил, мы вот выходили с клуба, и вслед он нам сказал: эх, ребята, были бы вы лет 6-7 тому назад, столько жизней вы бы спасли. И это говорили. И в Акушинском районе подходили взрослые, пожимали руки, и в Цунтинском, и вот во всех практически городах к нам после мероприятия, когда к нам взрослые люди подходят, молодежь подходит и или вопросы задают, или выражает свою позицию, вот это нам больше всего стимулирует, что мы на самом деле что-то нащупали. Мы не говорим, что мы исключительно там ни в коем, но что-то хотя бы прощупали. То, что наших молодых братьев, младших сестер или младших братьев отведет от неправильной дороги. Понимаете, это очень... Вот это больше всего, я бы сказал, в этом мы черпаем. Воодушевляет. Да, воодушевляет и черпаем силу вот в этом. А так мы-то сами ничего не придумали, опять-таки. Мы все взяли, мы прежде чем эту работу проводить с известными учеными, и в том числе и Дагестанского научного центра, и с духовенства с учеными. Прежде чем эти шаги делать, мы полгода практически провели, скажем, концентрируя информацию, брали ее, потом ее перенесли на интерактив, на слайде, мы через это видео, слайды, все это вот так рассказываем, чтобы доходчивее было. И оно практически начало давать свои результаты. Так что федеральные награды, все наши группы получила федеральные награды в свое время. И сейчас тоже ребята продолжают, это было в 2016 году, и ребята продолжают работать. И кто на госслужбе, кто ушел, но все равно у нас, кто ушел в другую сферу, все равно по старой памяти мы этим экспертам... Работа не отпускает, да? Ну, когда люди приглашают, так есть востребованность, ты находишь время, выезжаешь. Потому что... А выезжаете часто за свой счет? Нет, всегда только за свой счет. Только за свой счет. Конечно, однозначно. Это вопрос такой, от которого, например, я себя считаю счастливым человеком, что оказался в этой группе, по этой работе. И когда человек... наверное, по-другому и не получится. Другой человек заинтересованный я, например, считаю очень таким человеком, у которого нет никаких особых способностей, но за свою жизнь, если я что-то с кем-то вместе, какую-то работу получается делать, для меня это большое счастье. И вот такие отзывы для меня, как спасение, да, спасательный круг, значит, чем-то хоть за свою жизнь полезно, хоть капля какая-то, если есть. Поэтому какой может быть тут? Ребята иногда сами машины, например, 5 утра позвонили, цумадинские ребята. Я в Ленкинте у себя спал, они говорят, лектор, говорит, другой мой товарищ, говорит, заболел. Не выручишь нас. Что случилось? Я думаю, кто-то умер, что ли. Опять, у нас как бывает, если 5 утра звонок, значит, кто-то соболезнованный. Надо, говорит, в Цумаду поехать, Мирный Дагестан, семинар, видеосеминар дать. Никаких проблем. Они заехали, забрали меня, дали семинар, приехали обратно. Поэтому бывают такие случаи тоже. Вообще, я так думаю, что и в этой работе, как и в некоторых других это работах, великое для себя, считаю, я получаю удовольствие, я считаю, великим благом лично для меня, как бы, да, это для меня, как, как вам сказать, я лично, скажем так, хотите, пусть это будет эго удовлетворять, или что угодно, как угодно, может, это навс, как у нас говорят, или эго, но я получаю удовольствие, если я полезным в этой маленькой сфере Если был бы навс, было бы что-то негативное, какой-то интерес у вас появился бы. Я думаю, просто если человек какой-то меркантильный интерес будет иметь в этом деле, у него эта работа получаться не будет. Как я понял из ваших слов, работа сложная, работа в тот же момент простая, если работать. Если не работать, конечно, очень тяжело. Наше время подошло к концу. У нас осталось всего лишь 1 минута, чтобы попрощаться с нашей аудиторией. Я хочу предоставить в конце вам слово. Можете обратиться к нашим и телезрителям, и радиослушателям, всем, кто нас слышит. Вот, пожалуйста, в эту камеру. Можете сказать несколько слов. Уважаемые дагестанцы, я вот что хочу сказать. Я, конечно, человек не тот, который какие-то наставления дает. Я сам постоянно черпаю, до сих пор еще учусь, являюсь студентом. Поэтому, что хочу сказать, нам единственное, надо понимать, на какой земле мы живем, какова наша история, и все ответы, я в другом радио тоже самое говорил, позавчера был на Ватане, все можно нам черпать из нашей истории. На любые вопросы, ответы у нас готовы, там есть. Давайте посмотрим, на чем стояли наши праотцы, и там четкие, ровные, ясные ориентиры. Я желаю всем нам не отступиться от этих путей, крепко, надо быть руками, надо быть зубами держаться за эту верь, как сказать, за эту дорожку, за это ориентиры, и у нас никто с этого не сдвинет. К счастью, есть старшие у нас в Дагестане, которые держатся и нам указывают путь. Поэтому это великое для нас благо нашей истории и нашей современной, то, что у нас есть с кем советоваться. Есть и среди политиков, и среди духовенства, несмотря ни на что, есть достойные люди, надо просто-напросто понимать и быть разборчивыми, и следовать за теми, кто ставит нас на истинную дорогу.
Мархала огромная. Мархала всей нашей аудитории и вам, уважаемый Михаил, за то, что это время были с нами. Наша Спасибо вам. передача Спасибо за закончена. приглашение. До следующих встреч. Всего вам самого хорошего, друзья. Всего доброго.